5 дней. 5 дней, друзья, осталось только у этого года для того, чтобы он стал частью истории. А мы отправились дальше и начали творить новую. Всем привет! На финишной прямой уходящего года, как всегда, на драйве студии 11. Вот о чем расскажем прямо сейчас. Яркие и привлекательные. Как раскрасить свои афрокосички без покраски собственных волос. Пиарщики в деле. В Сыктывкаре завершился 6-й республиканский конкурс пиар-движения. Собираемся онлайн. На каких интернет-площадках можно проводить общее собрание многоквартирного дома? Зима – время крепких морозов, поэтому обязательно надо следить за тем, как вы одеваетесь. Специалисты советуют одеваться на улицу так, чтобы не оставлять открытых мест. Защищать руки теплыми перчатками или варежками. Закрывать шею или лицо шарфом. Шапка должна быть плотной и закрывать уши. А обувь должна быть на толстой подошве, теплая и свободная. Сама по себе одежда не греет, она помогает удерживать тепло, которое вырабатывает наш организм. Застегивать верхнюю одежду, надевать варежки и шапку нужно до выхода на улицу. Так сохранится тепло. Одеваться нужно многослойно в 3-4 слоя. Воздух между ними создает дополнительную защиту. Например, белье, рубашка, джемпер и верхняя одежда лучше, чем даже очень теплое пальто, надетое на одну футболку. В морозы лучше носить вещи из шерсти, флиса и других пористых материалов. Они лучше сохраняют тепло. В общем, как говорится, северные люди – это не те, кто морозов не боится, а кто правильно одевается. Хотите встретить Новый год ярко? В чем же дело? Добавить красок можно не только в одежде, но и в прическе. И здесь на помощь могут прийти афрокосички. Причем не обязательно красить собственные пряди. Можно использовать уже готовые. Как их выбрать? Об этом в следующем сюжете. Материал, которым пользуются брейдеры, называется каниколон. Он бывает как естественных оттенков, так и фантазийных. Из него делаются косы, дреды, он также вплетается в брейды. Например, локоны – это уже производственный материал, который сделали уже на производстве. Также, например, на производстве изготавливаются косички Зизи, которые мы тоже очень любим вплетать. В среднем афроприческа занимает около 4 часов, то есть от 3,5 до 6 может занимать афроприческа. Например, локоны делаются дольше всего, а готовые косы вплетаются буквально за 3,5 часа. За 3,5 часа можно стать очень красивой. В Сыктывкаре состоялся финал регионального конкурса студенческих пиар-проектов. На конкурс было подано более 100 заявок из сел и городов республики. В нашей студии победители. Они придумали конкурс социальной рекламы среди подростков. Инна, Семен, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что за конкурс такой, как вообще пришла идея поучаствовать в нем? Пиар-движение – это конкурс, который направлен на создание и реализацию своих пиар-проектов среди студентов. Это достаточно специализированный конкурс, и он очень будет полезен для пиар-специалистов. Инна, как пришла идея поучаствовать? Может, кто-то предложил или сами рисовали? Да, нам предложила заведующая кафедрой рекламы и связи с общественностью. И, в принципе, мы считаем, что это было очень полезно для нашей профессии пиар-специалиста. С каким, ребят, проектом вы вышли на конкурс? У нас был проект социальной рекламы среди подростков вместе. Он успешно реализовался, как я считаю, и мы с ним выиграли. Давай немножечко, коротенечко прям расскажем, в чем суть вашего пиар-проекта. Ученики школ и студенты среднепрофессиональных учебных заведений прислали нам свои работы, которые они сами создали, монтировали. Это интернет-реклама, видеореклама и радиореклама. И мы выбирали лучших. А на кого направлен этот проект? Проект направлен на учеников школ и студентов средних профессиональных учебных заведений. Чьи работы вам понравились больше всего? Могу сказать, что на самом деле работы очень разные, все достойны, мне кажется, победы. Могу добавить, что работы были представлены порядка 4 тематических блоков. Это и семейные ценности, и здоровый образ жизни, и вредные привычки, борьба с вредными привычками, безопасность в интернете, экологические проблемы. Мы считаем, что они достойны, так сказать, общего внимания общественности. А что будет дальше с вашим проектом? Планы на будущее, может быть? Нашим проектом мы ввели социальную сеть ВКонтакте. Мы собираемся начать вести такие социальные сети, как Инстаграм и ТикТок. Также мы хотели связаться с ведущими
региональными СМИ нашего региона. Блогерами, возможно, да? Даже, возможно, с блогерами, чтобы как-то реализовывать проекты наших участников. Ребят, я знаю, что вы учитесь на 3-м курсе в Сыктывкарском университете. Какое направление? Пиар, да? Да, Да. пиар, Да. реклама и связи с общественностью. Кем видите себя в недалеком будущем? Наверняка уже есть, наверное, какие-то идеи, планы на будущее. Я вижу себя классным специалистом именно в пиар. Хотелось бы пробовать себя именно в пиар-спорте, потому что мне нравится футбол. Именно вообще тема спорта. Очень, думаю, я пригодился бы там. Инна? Я бы попробовала себя, наверное, визуализатором бренда, возможно, что-то связанное с дизайном. Это сейчас модно, кстати, да. Да. Ну и, наконец, ваши пожелания нашей Республике Коми и всем жителям. Дорогие жители Республики Коми, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем в Новом году, главное, здоровья, успехов и достижения своих целей. Я добавлю, что вам следует ничего не бояться, участвовать в подобных конкурсах. Это отличная идея показать себя и реализовать свои проекты. Ребята, спасибо вам за беседу. Вас тоже с Новым годом. Спасибо большое, Андрей. Вас также. В режим онлайн. За последнее время этот способ взаимодействия стал весьма популярным. Онлайн можно делать практически все, даже решать вопросы, касающиеся жителей многоквартирных домов. К примеру, проводить таким образом собрание собственников жилья. Но здесь есть определенные нюансы. Жители многоквартирных домов из числа продвинутых пользователей интернета нашли в мировой паутине несколько частных сайтов, которые предлагают на их площадках проводить общее собрание собственников жилья. Так вот, жители нашей республики обратились в Центр ЖКХ «Контроль» с вопросом, легитимны ли будут решения, принятые в рамках виртуальных общих собраний на таких частных сайтах. Поясню цитатой из письма, которое буквально недавно направлено в регионы Минстроем России. В федеральном ведомстве строго подчеркнули, что никакие частные сайты, будь то платные или бесплатные сервисы, не являются законными для проведения общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме. Также в федеральном центре регионам напоминают о том, что такие собрания можно проводить дистанционно только на одном портале. Это ГИС ЖКХ, поскольку это государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Статистика по заболеваемости коронавирусом в нашей республике постепенно начинает приобретать положительную динамику. Количество выздоровевших постепенно растет по отношению к числу заболевших. И мы продолжаем отвечать на вопросы, которые волнуют вас относительно этой темы. Чем лечат от коронавируса? Какими лекарствами? И лечат ли вообще? Для лечения коронавирусной инфекции имеются временные рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. Значит, если диагноз подтвержденный, то назначают обычно противовирусную терапию. Если температура повышается, значит, жаропонижающие и симптоматическую терапию. Прямо сейчас мы подошли к середине выпуска. Продолжим сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. В эфире «Студия 11». Не переключайтесь, и тогда узнаете кое-что интересное. Разрываем пополам. Учимся чистить селедку в режиме пит-стопа «Формула-1». Железный конь борозды не портил. Уникальная техника времен коллективизации. Двойной юбилей. Главный вуз Коми готовится к большим переменам. Впереди главное праздничное застолье, плюс выходы в гости, какие-то перекусы. Набрать лишние килограммы не составит труда, а вот сбрасывать все это наеденное придется непосильным трудом. Но есть способ этого избежать. Индийский диетолог Азра Хан назвала 4 простых шага к похудению без диеты и тренировок. Нутрициолог считает, главное прислушаться к желаниям своего организма, а не следовать навязанным модным диетам. Во-первых, есть только тогда, когда испытываешь голод. Не стоит завтракать, обедать или ужинать лишь потому, что пришло время для приема пищи. Слушай свое тело и давай ему топливо только тогда, когда это требуется, отметила диетолог. Вторым шагом к похудению и осознанному питанию врач называет умение вовремя остановиться. По ее словам, надо встать из-за стола сразу, как только почувствуешь насыщение. Хан добавила, что многие люди продолжают по инерции есть, потому что им нравится вкус блюда, но так делать не стоит.
стоит. Чтобы точнее понимать, когда наступает насыщение, нутрициолог предлагает прибегнуть к третьей хитрости – тщательно пережевывать каждый кусочек и наслаждаться всеми оттенками вкуса. Наконец, последний шаг – есть то, что нравится, а не то, что навязывает окружающие. Если все вокруг сидят на какой-то диете, не стоит слепо им подражать. Ну а в остальном – приятного аппетита! И все же, как обойтись без традиционных салатиков на предстоящий праздник, среди которых, конечно же, сельдь под шубой. Это блюдо требует множества усилий и терпения в приготовлении, чего стоит только очистить сельдь от косточек. На сей счет есть множество лайфхаков. Вашему вниманию один из них. Хелло, дорогие мои! Сколько себя помню, столько делала именно так. Почистили селедку внутри и снаружи. Вот так взяли, вот хвостик и пополам. И крепко держим. Вот так. Теперь вот так. Хопа! Вот они все косточки. Вот они. Не будем забывать, что завершается не простой год, а год столетия Республики Коми. Сколько значимых событий случилось за целый век, представляете? Вот знаете ли вы, как зовут человека, который сохранил для нас уникальный экземпляр техники эпохи коллективизации? При этом он четверть века управлял этим механизмом. В общем, пора полистать страницы истории. Этому экспонату эпохи коллективизации без малого 90 лет. Осенью 1931 года начал работу крупнейший в Советском Союзе Харьковский тракторный завод имени Серго Орджоникидзе. И уже весной 1932 в Коми автономную область поступило 18 тракторов марки ХТЗ-1530, созданных на базе американского тягача. Один из них сейчас находится в отделе истории Национального музея Коми. В 1932 году после демонстрации на Красной площади Сыктывкара этот трактор отправили в Визинскую МТС, где на нем 25 лет трудился лишь один человек – Петр Беляев. Потом машина работала в одном из колхозов Сысольского района. В 1957 году в Коми АССР поступили новые трактора, а старые решили сдать на металлолом. Петр Беляев с этим не согласился, спрятал трактор в лесу, закрыв одеялами. Весной 1958-го он вновь вывел трактор на посевную, ну а после передал стального друга Республиканскому краеведческому музею. Это наша история. В грядущем году Сыктывкарский государственный университет имени Екатерина Сорокина отметит сразу два юбилея. 50 лет самого университета и 90 лет пединститута. В рамках этого события, конечно, будут встречи, конференции, флешмобы, да много чего. Подробности узнаем прямо сейчас. В студии 11 Лариса Казакова, проректор по организационным вопросам нашего университета. Лариса Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Итак, что же ждать в следующем году? Какие будут мероприятия, события в рамках университета? Как вы правильно отметили, следующий год у нас юбилейный. Юбилей у нас двойной. Так совпало: 50 лет вузу и 90 лет старейшему вузу Республики Коми, Коми государственному пединституту, который в 2013 году стал составной частью университета. Поэтому к юбилею мы готовимся уже давно. План мероприятий у нас подготовлен. Достаточно много мероприятий, которые охватывают практически всю деятельность университета и всех лиц, которые заинтересованы в праздновании юбилея, которые хотят помнить историю нашего вуза. Поговаривают о смене бренда главного вуза нашей республики. Так это или нет? Да, совершенно верно. Мы хотим поменять бренд университета, хотя это шаг достаточно сложный, организационно очень сложный. Тем более наш бренд узнаваем. И наши студенты, выпускники, наши работодатели знают. Логотип университета – это рисунок фронтона главного корпуса. Но, тем не менее, жизнь идет вперед, и университет меняется, меняется жизнь. И принято решение поменять, сделать бренд более современным, узнаваемым. Конкурсные процедуры уже прошли. Выиграл разработку бренда очень известная московская фирма. Поэтому мы ждем от них исполнения технических
творческого задания, когда они подготовят. Конечно же, это будет обсуждаться. И мы надеемся, что новый бренд будет современным, читаемым, красивым, ну и, конечно, отражать специфику нашего региона. Как-то изменится еще вот наш родной университет? Конечно же, он меняется. Нельзя сказать, что это происходит одномоментно. Мы меняемся каждодневно. У нас для абитуриентов новые программы, у нас ученые работают. Мы вошли в прошлом году в НОЦ мирового уровня на базе САФО. Новые проекты, новые консорциумы. Все меняется. Если говорить о каком-то внешнем облике, то здесь, наверное, стоит сказать о том, что у нас начнется строительство нового корпуса пединститута, который демонтирован сейчас, старый корпус, и многие жители Сыктывкара обеспокоены, что же там будет, не останется ли это пустырем. Конечно же, нет. Я хочу всех успокоить. Там будет новое здание, очень красивое, современное, но облик этого здания будет узнаваемым. Он сохранит черты старого здания. Это неоклассицизм, но с новыми интересными архитектурными решениями. Это будет новое здание. Вот когда состоится самый главный праздник, вот самое главное торжество? Самый главный, так получилось, да, что день рождения университета 10 февраля, день рождения пединститута 17 февраля. Близко. Да, поэтому февраль это как раз месяц, где будут отмечаться самые торжественные мероприятия. Это торжественное заседание ученого совета нашего коллегиального органа, где мы вспомним историю, будем чествовать наших лучших сотрудников, преподавателей, студентов. Это торжественное заседание попечительского совета, наших партнеров, наших работодателей. Мы готовим 2 книги по истории Компединститута, по истории университета, которые будут презентованы, и будут встречи наших ветеранов. Кроме того, будет открытие реставрированной настенной росписи в здании Компединститута, открытие большой музейной выставки, посвященной истории, а месяц закончится торжественным большим праздничным концертом филармонии. Лариса Анатольевна, большое спасибо за ваши ответы. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Поздравьте, пожалуйста, жителей нашей республики с этим праздником. Да, уважаемые жители Республики Коми, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать в Новом году, конечно же, здоровья и благополучия. Нашей республике осуществление новых проектов, которые принесут нам, наверное, новые рабочие места, закрепят молодежь у нас в республике, а всех наших партнеров, студентов, работников, преподавателей, наших выпускников прошлых лет, абитуриентов. Мы приглашаем посетить наши юбилейные мероприятия, причем ждем не просто в качестве участников, но инициаторов. Мы рады и будем поддерживать любое творческое начинание. Мы ждем вас. И в заключение новое видео от известного исполнителя и музыканта из нашей республики Михаила Наумова. В этот раз он покажет, как певцу надо дышать, чтобы выдать на гора музыкальный шедевр. Scritte pagine, pagine, vista sale, poi lacrime, queste uomini in macchine, non scolare le labbra, scritta sopra un lapido, in casa mia non c'è Dio, se trovi il senso del tempo risalirà da un oblio, e non ci vedo che fermi la naturale partenza del punto giusto di vista del vento, sente la brezza, con la leggera la scena, ricercherò qua la testa, si vuol fermare le teste, prova a tagliare le teste perché sono fuori di testa, ma deve essere loro, e tu sei fuori di testa, ma deve essere loro, siamo fuori di testa, ma deve essere loro, siamo fuori di testa, ma deve essere loro. А закончим на праздничной ноте. Сегодня отмечают свой профессиональный праздник люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Сотрудники МЧС России. Дорогие наши спасатели и пожарные, желаем вам здоровья, чтобы вы всегда возвращались домой к родным, а мы давали вам меньше поводов к экстренным выездам. Не прощаемся. Пока-пока.